Это студия на открытом воздухе, в эфире Ice News. Путешественники-экстремалы Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев приближаются к Хандыге верхом на якутских лошадях. Более 5000 километров преодолела арктическая экспедиция через полюс холода. Настоящий звездолет культового сериала «Мандалорец» стал доступен для посетителей. Добраться до Лондона на лошадях. 5 марта экстремалы Дугуйдан Винокуров и его зять Мичил Неустроев выдвинулись из Аймикона верхом на якутских лошадях. В день путешественники преодолевают порядка 50 километров. По сообщениям инсайдера, сейчас Дугуйдан и его напарник приближаются к Хандыге и уже проезжают Тампонский район. Его прошли примерно 220 километров. Сегодня тоже планируем 40 километров. Завтра планируем доехать до Теплого Ключа. Держим путь дальше. Арктическая экспедиция через полюс холода Богдана Булычева вернулась в Якутск. Блогеры-экстремалы проделали путь от столицы республики до Новосибирских островов. Это более 5000 километров по арктическому бездорожью при экстремально низких температурах. Подробности далее. 30 дней в пути, 5000 километров арктического бездорожья. Большая часть маршрута проходит вне цивилизации. О том, чем Арктика так сильно привлекает путешественников, экстремалы рассказывают как настоящие мечтатели. На опасную поездку их вдохновили произведения «Земля» Санникова и желание прикоснуться к историческому наследию своих предшественников. Я, как и все, в детстве посмотрел фильм «Земля» Санникова. И я просто поразился этой историей, которая была. Понятно, что эта история была написана в художественной форме обручем, фильм снят по его роману, но в основе лежали настоящие события. И вот мы, зная это, ехали туда, понимая, какая историческая составляющая в этом поселке. Республику блогеры посещают уже не первый раз. Здесь они практически стали местными, а в географии разбираются лучше большинства якутян. При этом, как признаются путешественники, здесь еще остались места, которые им непременно хотелось бы посетить в ближайшем будущем. Летом сейчас уже разработаны Колыма, Индигирка, Яна и Новосибирские острова. Знаете, я хочу обратиться ко всем жителям Якутии. Если вы знаете о своих местах что-то интересное, мы открыты, и мы с интересом узнаем от вас, и с интересом поедем туда, и посмотрим, и расскажем. Однако излюбленное бездорожье путешественников место опасное, и в экспедиции через полюс холода не обошлось без происшествий. Так, команда застряла в одной из трещин моря Лаптевых, но ситуацию быстро удалось взять под контроль. На сегодняшний день команда Булычева проделывает настоящую работу по продвижению местного экстремального туризма. Однако на этом блогеры не собираются останавливаться. В планах у путешественников освещение и экологических проблем региона. Об этом экстремалы сообщили во время пресс-конференции. От подробностей же блогеры пока воздерживаются. Саргалана Неустроева, Григорий Николаев, Якутск. Бивни мамонта впервые за 50 лет нашли в Кузбассе на угольном разрезе. Находку передадут в Кузбасский государственный краеведческий музей. Там же установят ее точный возраст. Также будет дана характеристика мамонта, которому принадлежали бивни. Житель Нерюнгри Роман Хмелев поражает своих подписчиков необычным образом жизни. Вот уже второй год мужчина активно занимается закаливанием. От настоящего моржевания до обтирания снегом. При этом сам Роман уроженец Украины и в Якутию переехал относительно недавно. Как признается экстремал, поначалу морозной зимы его организм принял тяжело. Стал выходить 5, 10, 15 минут, 20. Потом потянуло зимой немножко окунаться, когда есть возможность на выходных. И так уже вторая зима, когда я закаливаюсь и чувствую себя просто отлично. Респираторных заболеваний практически у меня не бывает. Хотя ковидом, да, мы все переболеваем. Ковидом болел, но легко я перенес эту болезнь.
Известная телеведущая Ксения Собчак в Якутске. Цель визита – встреча с режиссером Дмитрием Давыдовым, автором нашумевшего фильма «Пугало». Сама ведущая не раз выражала свое восхищение работой якутского режиссера. Теперь же Дмитрий Давыдов станет следующим гостем выпусков ее шоу «Осторожно, Собчак». Известный блогер и путешественница Марина Галкина отправилась в очередное приключение. С 2008 года Марина Галкина – частый гость в Якутии. Ей уже покорились вершина Мусхая, хребет Сунтар-Хаята и сплав до Охотского моря. На этот раз ей предстоит преодолеть 200 километров на лыжах по тайге и горной тундре. Все свои путешествия Марина снимает на видео, и ее видеоотчеты на YouTube набирают сотни тысяч просмотров. План дойти до Ириады с Василием, это вот жители озера Дибалах, они живут в труднодоступном районе, и к ним, у них никакой связи даже нету с цивилизацией. 200 километров пути по тайге, перевалы, тундра где-то горная. Вот хочу к ним дойти, посмотреть, как они живут вот в зимний период, потому что была у них летом, теперь хочу зимой к ним прийти. Настоящий звездолет из культового сериала «Мандалорец» начал принимать первых пассажиров в парке активного отдыха «Урдель». Команда из 5 якутян построила корабль всего за 3 месяца. Увидеть вживую и сфотографироваться на его фоне могут все посетители парка. Умельцы отмечают трудность установки сооружения и призывают горожан и фанатов звездной саги бережно относиться к космическому кораблю. 13 марта в Усть-Алданском районе в селе Барагонцы проведут турнир по хоккею. Соревнования посвящены памяти Петра Слепцова, местного хоккеиста, развивавшего этот вид спорта в Усть-Алданском районе. Так, в 2013 году Петр Слепцов впервые провел районный хоккейный турнир. Участники турнира стоят у истоков команды «Якбор», ежегодно принимающей участие в городском чемпионате по хоккею в Якутске. В настоящее время семья и близкие деятеля в процессе подготовки корта. Фермер из Башкирии инсталлировал поздравления к Международному женскому дню с помощью лошадей. Так, сотни скакунов выстроились на снегу в надпись «8 марта». На видео заметно, что фермеру помогли не только пастушьи навыки, но и рассыпанный корм. Весьма необычно свою любимую с Международным женским днем поздравил и якутский чемпион по ледовым скульптурам Алексей Андреев. Мастер создал настоящую композицию из ледяного стола и фигуры, внутри которых разместил цветы. Перейдем к прогнозу погоды по территории республики. На большей части снег, ветер умеренный, местами поземки. На побережье местами метели при ветре 19-24 метра в секунду. Температура ночью в центре минус 13, минус 18 градусов. При прояснении минус 28, минус 33. Днем минус 13, минус 18. В Якутске же потепление, минус 7 градусов. На сегодняшний день самые низкие температуры зарегистрированы в Анабарском районе в поселке Соскылах до минус 33 градусов. Ну а по-настоящему весенняя погода зафиксирована в Тамоте Алданского района. Там всего минус 3 градуса. Это были самые холодные новости. До встречи!